Человеку для существования достаточно совсем немного пищи. Наполняйте же 1/3 желудка едой, 2 водой, оставшуюся часть воздухом. Эти слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, необходимо помнить всем мусульманам, чтобы сохранить хорошее самочувствие и продлить свою жизнь. Прежде чем увлекаться новомодными диетами, большинство из которых, кстати, составляются совершенно некомпонентными людьми, исключительно в целях личного обогащения. Ученые на основе многочисленных исследований убедились в том, что глубоко и полноценно дышать намного легче, если желудок человека не наполнен, что называется под завязку. Неглубокий же вздох способствует укорачиванию жизни. Кровь всего организма для очищения от углекислого газа поступает в легкие. Но если дыхание человека неглубокое, соответственно и кислород не поступает в необходимом нам количестве, то процесс затормаживается, в результате чего кровь не обогащается жизненно необходимым кислородом и в том же состоянии возвращается в органы. Это вредит здоровью человека. За 1 минуту мы делаем 16 вдохов-выдохов. В каждом вдохе в организм поступает пол-литра воздуха. Так человек за одни сутки делает 23 240 вдохов и выдохов, в результате чего в организм поступает 11 620 литров воздуха, в котором содержится и кислород. Но полноценное дыхание происходит лишь в результате глубокого и полноценного вдоха. Если желудок заполнен до отказа, глубокий вдох невозможен, и кислород в организм поступит в количестве недостаточном для нормального обмена веществ для полного очищения крови. В результате в организме появляются различные недуги. Так мы за свои же деньги зарабатываем себе болезни. Как же красиво сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в этой связи: «Не заполнит сын Адама ничего хуже собственного желудка». Тут можно вспомнить и следующую историю. Однажды посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с дорогими подарками прислали и искусного лекаря. Он же отправил его обратно, сказав: «Мы не кушаем, пока не проголодаемся, и вообще не едим досыта, поэтому не нуждаемся в лекаре». Все это еще раз подтверждает истинность миссии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь научно проверить свое утверждение он, возможно, не имел. Аллах знает лучше.